айтып берді Савов. İşte Eskender ağa, siz de yaşıttınız romanında kaydetkenine göre şimdi işgal etilgen Kırım'da hakikaten de su ile çok büyük problemler mevcut ve hatta işgalciler böyle grafik boyunca indi Akmecit ve Bahçesaray rayonlarında su vermeye başladılar. Sabahdan sadece 2 saat ve akşam sadece 2 saat insanlar suyunu koruyor. Sizin düşüncenizge göre işgalciler bu su meselesini nasıl yapıp çözmeye çalışacaklar? Ну, бақанас, насыл тырышачаклар олар. Эбет чох, есть, они рассматривали ряд способов, много способов по подаче воды непосредственно в Крым, и в том числе они рассматривали и вариант, скажем, подгонки туч и таким образом создавать искусственные дожди. Это очень дорогое удовольствие, но они это использовали. Они, с другой стороны, планировали подать воду из Кубани, но дело в том, что маловодный год, и, соответственно, они не смогут обеспечить водой. Третий способ, о котором они говорят постоянно, это опреснение воды из Черного моря, соленой воды. Но это также очень дорогой способ, и там происходит полная деминерализация. И таким образом, конечно же, они не успеют в короткие сроки это обеспечить. Ну и, конечно же, они использовали в первую очередь естественные, природные или водные ресурсы непосредственно на полуострове. Но здесь нужно обратить следующее внимание. У меня в последнее время все больше и больше складывается впечатление, что сегодня, в настоящее время, или особенно за вот эти последние полгода, оккупанты, Российская Федерация целенаправленно ведет политику к тому, чтобы создать гуманитарную катастрофу. Для того, чтобы привлечь внимание международной общественности. Мы в студии неоднократно... Вынудить Украину дать воду? Конечно, для того, чтобы преподнести и показать о том, что необходимо подавать воду. И мы же видим, что они делают параллельно. С одной стороны, обратите внимание, за это лето более 2 миллионов было отдыхающих. Вот нормальный руководитель четко понимает о том, что если есть ограничения в подаче воды, то, соответственно, нужно ограничить количество людей, которые потребляют эту воду. Эти отдыхающие, они купаются, они пьют воду, они там, я не знаю, там стирают вещи и так далее. А более 2 миллионов отдыхающих — это достаточно серьезно. Второе. Они не прекращали за все это время, и даже в настоящее время, только что Роман Спиридонов говорил, они действительно проводят постоянно военные учения, на которые требуется вода. И, соответственно, это обеспечение персонала, воинского состава, это обеспечение техники и так далее, водой, которая там и закипает двигатели и так далее, охлаждение, это большое количество воды. А третье направление. Третье то, что они на самом деле нерационально вообще использовали воду. А вот на самом деле они использовали полностью золотой запас воды, когда они начали качать пробурили скважины и начали качать воду непосредственно с линзы воды пресной. И таким образом в природе не происходит просто так. Закон сохранения масс, он всегда присутствует. И та вода, которую они выкачивали, те карсты, они начинают заполняться уже непосредственно соленой водой. То есть таким образом они действительно приносят огромный вред непосредственно Крымскому полуострову, природе, микрофлоре, фауне полуострова. И таким образом, с другой стороны, они создают международную такую истерию на международном уровне, когда начинают подавать жалобы, обращаться и так далее. То есть и с третьей стороны, обратите внимание, они сейчас активно занимаются расчисткой русла Северо-Крымского канала. То есть мы видим, что они целенаправленно работают над тем, чтобы была какая-либо реакция со стороны международных организаций, которая могла бы дать некую такую оценку и дать определенный посыл, что ну все-таки невозможно или Украине необходимо подать воду по Северо-Крымскому каналу. Украина sizin düşüncеңizге göre birde-bir şekilde Kırım'a su бере белеме, яғни Украина идаречилиги бүгін? По моему мнению, Украина не должна подавать воду, потому что, опять же, в соответствии с Женевской конвенцией несет ответственность полностью страна-оккупант. Гуманитарная катастрофа olsa bile mi? Но когда мы говорим о гуманитарной катастрофе, то уже сегодня Украина должна делать реакцию на международном уровне, дабы четко обозначить,
что из-за нерационального использования природных ресурсов и водных ресурсов, из-за, скажем, преступных действий, я бы сказал бы так, может возникнуть гуманитарная катастрофа. И поэтому сегодня Российская Федерация в срочном порядке должна прекратить военные учения, должна прекратить замещение населения, а кроме того, там строительные и так далее работы, и максимально сохранить то количество воды, которое может обеспечить людей, дабы не было гуманитарной катастрофы. К примеру, даже с технической стороны мы работаем со специалистами. Вот, к примеру, в этом году, если даже проследить, южная сторона Крымских гор, она достаточно была обеспечена водой, и ту же воду можно было бы подавать непосредственно на северную часть, на территорию северной части от Крымских гор. То есть таким образом мы видим, что целенаправленное, нерациональное использование приводит к катастрофе, не только гуманитарной катастрофе, но и к очень серьезному экоциду на территории Крыма. И поэтому одно решение этой проблемы — это быстрейшая деоккупация Крыма и, соответственно, правильная, целенаправленная работа по восстановлению баланса. Сіз махкемелерінде çalışасыңыз, яғни бұл халықара құқық деген мәселеде сіздің мәліматларыңыз бар, білгілеріңіз де мевжут. Шunu sormağa isteyim. Hakikaten işgalciler Kırım'ны бүгін бойле вазиетке соққанлары себебінден Украина халықара махкемелерге мұражат ете біле ме? Мына бұны işgalciler yaptı деп. Олар гуманитар фелакетке себепчі oldu деп. Но, на мой взгляд, сейчас особенно, я не знаю, как насчет исков, потому что нужно собирать определенные доказательства, соответственно, материалы, там, съемки и так далее. Но на данный момент Украина хотя бы должна официально обратиться во все международные организации, а в том числе и в Управление Верховного комиссара ООН, о том, что именно нерациональное использование оккупантов и преступное использование природных ресурсов, водных природных ресурсов, естественных ресурсов, приводит к тому, что наносится очень серьезный экологический ущерб экосистеме. И поэтому мы в ближайшее время, у нас уже на самом деле готово, хотя бы на данном этапе планируем от Крымско-Татарского ресурсного центра подать обращение в соответствующие органы и комитеты ООН для того, чтобы преподнести чиновникам ООН, международному сообществу, что проблема с водой и возможная гуманитарная катастрофа может возникнуть в результате преступной деятельности оккупантов на территории оккупированного Крыма. Бүгін сіздің түшінжеңізге көре Украинаның чешет devlet seviyelерінде, Зеленскийні алсақ, оның командасыны алсақ, ки бұндан евел ешіткен едік миллет векілерінден, Слуга народадан мына суф, бермемек музакерелеріні. Böyle istek mevcut mu? Var mı оларда? Мен билесем эбет, бу işgalciler, олар çalışalар içinde, оларда çok агентлер var. Эбет, олар с представителями власти, акимиет, темсилчилернен çalışalар, эбет, tırşalар, akimiyet içinde Rusyan tarafdarlarına ya da yüksek seviyeye götürmeye ya da onların çalışmağa ya da para vermek için. Onun için evet ben bilesem böyle işler yaparlar. Aman mında güvenlik organlar var Ukrayna'da, onlar çalışsınlar, onlar tapsınlar. Tüm Rusya'nın разведывательные службаларының ФСБ'nin çalışa ve tüm Rusya'nın российский интерес пытаются продвинуть внутри украинского общества. И поэтому здесь наша задача общественности, с одной стороны, сдерживать эти процессы и постоянно говорить о том, что мы четко наблюдаем за всеми процессами, мы четко понимаем, что происходит. С другой стороны, мы должны активно, скажем, влиять на украинскую власть, чтобы она была практически готова к любым действиям со стороны Российской Федерации в интересах Украины и в интересах
наших граждан, которые проживают на оккупированной территории. Скендер, я тоже перейду сейчас на русский язык, потому что с нами сейчас на прямой связи адвокат Николай Полозов. Николай, здравствуйте. Да, Николай. добрый вечер. Да, добрый вечер. Спустя месячного перерыва сегодня возобновился судебный процесс по делу Мустафа Джемилева. Расскажите подробности судебного заседания. Да, что касается суда, то действительно у нас возобновился судебный процесс в городском суде Армянска. На данной стадии доказательство представляет сторона обвинения. И в ходе сегодняшнего судебного заседания, это третье по счету судебное заседание по существу, был допрошен свидетель обвинения Мубин Мибиев. В ходе показаний в суде он рассказал о том, что 3 мая он приехал встретить Мустафу Джемилева недалеко от города Армянск. По его словам, никаких, скажем так, признаков того, что в том месте находится государственная граница, он не видел Российской Федерации. Никаких опознавательных знаков, никакой контрольно-следовой полосы. Всего встретить Мустафу Джемилева приехало около 1000 человек, по его словам. Но также там на месте были и какие-то неизвестные люди в форме цвета хаки, вооруженные автоматами, при этом без каких-либо знаков различия. Я специально уточнял у него, может быть, это какие-то сотрудники пограничной службы России или сотрудники полиции. Вот свидетель не смог указать, что это за люди с автоматами. Непосредственно Мустафу Джемилева он видел там издалека, не подходил к нему. Мустафа общался с людьми. Все это продолжалось около 4-5 часов. После этого ему кто-то сказал, что Мустафа Джемилев уехал в сторону Херсонской области, и все люди начали разъезжаться. Никаких призывов со стороны Мустафы Джемилева пересекать границу, либо со стороны еще кого-то он не слышал. Он не видел, чтобы кто-либо Мустафе Джемилеву предлагал подписать какие-то документы или предъявить документы. Также не было никакого пункта пропуска там. Дело в том, что в ходе дознания в декабре 2014 года этот же свидетель давал показания, что там находится пункт пропуска. На суде он это отрицал. В этой связи мной было заявлено ходатайство об оглашении его показаний, данных ранее в связи с противоречиями. Суд удовлетворил это ходатайство, показания были оглашены, и свидетель пояснил, что фразу относительно пункта пропуска вписал сам дознаватель, который производил этот допрос. А свидетель еще раз в суде уточнил, что никакого пункта пропуска в том месте не было 3 мая 2014 года. Фактически на этом судебный процесс был на этот день завершен, поскольку второй вызванный свидетель не явился, но суд объявил, что следующее судебное заседание у нас состоится завтра, в 11 сентября, и также будут вызваны новые свидетели обвинения, которые заявлены следствием в обвинительном заключении. Суд был приостановлен на стадии доказательств, подготовки доказательств со стороны обвинения, да, и вот я бы хотела узнать, на чем сегодня вообще основано вот это обвинение в отношении Мустафа Джемилева и какие факты несостоятельности данного обвинения вы бы отметили? Ну, если мы говорим об эпизоде с границей, то фактически обвинение строится на несуществующем в материалах дела документе, неком документе из ФСБ, которым Мустафе Джемилеву был запрещен въезд на территорию России. Этого документа мы не видели ни в ходе следствия, и этот документ отсутствует и сейчас в суде в материалах дела. Суд по ходатайству стороны защиты направил запрос в органы ФСБ, чтобы этот мифический документ был предоставлен. Но пока никаких сведений о том, чтобы его кто-то в суд привез и продемонстрировал сторонам, нет. Второе, скажем так, основной объем доказательств по этому эпизоду — это свидетельские показания пограничников,
которые утверждают, что якобы Мустафа Джемилев сознательно нарушил границу, заведомо зная, что ему был запрещен въезд на территорию России, хотя, опять-таки, это неправда, потому что заведомо ему не было известно ничего, это раз. Во-вторых, в том месте, где он находился 3 мая 2014 года, никаких, ну, скажем так, во-первых, не существовало никакого пограничного режима, он был введен только полгода спустя. А во-вторых, отсутствовал пункт пропуска АКПП «Армянск», потому что он был создан только год спустя после этих событий. Вот. Что касается доказательств по небрежному хранению оружия и незаконному хранению боеприпасов, то, в принципе, все эти доказательства были изъяты следствием из дела против сына Мустафы Джемилева. Причем часть материалов в деле вообще на украинском языке, потому что дело изначально вели украинские следователи, и после начала оккупации Крыма это дело просто было захвачено вместе со всем Крымом российскими властями. Они использовать его начали уже против Мустафа Ага. Поэтому по данным обвинениям, в принципе, я не знаю, каким образом было утверждено обвинительное заключение, потому что даже по российским законам срок давности привлечения к уголовной ответственности там истек. Но поскольку мы понимаем, что это политический заказ, это политическое дело, здесь перед обвинением, перед судом стоит задача при любых обстоятельствах, при любых условиях тянуть это дело на обвинительный приговор, даже если никаких доказательств вины не будет. Со стороны защиты, естественно, мы понимаем это стремление, поэтому наша задача здесь фиксировать все многочисленные нарушения, которые допускаются и следственными органами были допущены, и допускаются сейчас судом. И, естественно, мы понимаем, что это, ну, скажем так, промежуточный этап, этот российский суд. Основная борьба, естественно, будет на международных площадках, в том числе в Европейском суде по правам человека. Спасибо большое. Чухсағылмыз адвокат Николай Полозов бізіле жанны бағда еді. Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилевге қаршы açılған дава насыл кете bu haqda bizlerге tavsiyalarını аңлатты. Sizin düşüncеңізге көре Мустафа Джемилевге қаршы бүгін işgalciler tarafından алып барылған дава кімге насыл месседж вастасынен япыла? Білесізге, бірінші тарафтан бұл Мустафа ағаның хаятта, өмірде бұл 8-ші процесс. Еді процесс, бұл саясет процесслары. Еді процесслар олды Совет үкіметте. Бірінші бұл процесс, шыншы олар девам етелер. И әбет бұл біріншіден мен білесем бүтін қырым-татарларға, бүтін қырым-татар халқына ве Мустафа ағаң шахси более олар япалар басқы етелер ве көстерелер бақыныз. Біз саясет даваны жинайет іші açамыз ве сіздің ақында бұл махкеменің қарары етежеміз. И, соответственно, они стремятся к этому процессу. И правильно было сказано Николаем Полозовым о том, что это чисто политические статьи, чисто политическое преследование. И на самом деле, исходя из тех же показаний, мы видим несколько эпизодов, по которые они объединили. Это эпизод непосредственно 3 мая, и берут они непосредственно уже хранение оружия и боеприпасов, которые как раз-таки были связаны с периодом еще до оккупационного периода. А что касается 3 мая, то и я там был. И на самом деле там не было никаких признаков границы. Для нас это вообще это целостная страна, где была административная граница, и она и есть между Автономной Республикой Крым и Херсоном. С другой стороны, когда мы даже говорим о пропускном пункте, я полностью подтверждаю, что там были люди в военной форме, в бронетранспортерах, в том числе были и тетушки. Когда мы заезжали в Крым, на территории Автономной Республики Крым, то нас полностью с дубинками стояли вдоль дороги и взглядом провожали тетушки. То есть здесь кто больше преступник на самом деле? Оккупационная власть сделала все, чтобы, с одной стороны,
запугать, а нас было на самом деле не 1000 человек, как было сказано, я считаю, что порядка 3000 человек было Чё наших ходы? соотечественников. С одной стороны, с другой стороны, мы видели, как они пытались разыграть разные сценарии, в том числе и столкновения между гражданскими лицами, хотя мы все были безоружные, ближе в сторону Армянска там стояли люди непосредственно с дубинками и готовы были участвовать в столкновении. Но как раз-таки на тот момент, насколько я хорошо помню, именно Мустафа Ага для того, чтобы люди могли вернуться домой, в семьи, именно он вышел с инициативой в том, что он не поедет дальше при одном, потому что ему поставила ультиматум оккупационная власть о том, что если Мустафа Джемилев будет пытаться прорываться дальше на территорию Автономной Республики Крым, то все люди, которые оказались на территории Херсонской области, им дорога домой будет закрыта. И поэтому вот здесь я считаю, что с позиции гуманитарной, с позиции, скажем, человечности, именно Мустафа Джемилев принял решение вернуться снова в Киев, хотя, как было сказано, это еще в апреле месяце, когда он выезжал из Крыма, ему вручили без печати какую-то непонятную бумажку, и на самом деле не было до конца понятно. Вообще есть от официальной Российской Федерации ему запрет на въезд на территорию Российской Федерации, пусть даже с позиции Российской Федерации. И здесь мы видим, что это дело как раз-таки, и эти эпизоды, эти случаи, я думаю, они будут очень важными для Международного суда ООН. В частности, когда мы говорим о Международном суде ООН в контексте расовой дискриминации. И я думаю, эти материалы, они будут дальше собираться. Николай Полозов, он такой системный адвокат. И я думаю, что эти материалы обязательно должны будут быть переданы адвокатам в данном деле. Nevbetdeki meseleni laf etmege isteyim, muzakere etmege isteyim. Sizin bu Rusya ile muhalefetçi Alexey Navalny etrafında yüz bergen sonki hadiseler. Çünkü Şarite hastahanesinde bildirilgenine göre şimdi hastahaneni böyle daha çok karavullamağa başlagan ekenler. Çünkü Rusya ile muhalefetçi Alexey Navalny endi özüne keldi ve aytılganına göre, Der Spiegel aytkanına göre, Bellingcat aytkanına göre o endi zehirlengeni kun onun не olup geçkenini hatırlagan, yani okun ile bağlı episi malumatlarını hatırlay eken. Fakat onun mesliyatçısı ve onun spikeri bildirgenine göre malumat öyle de elbette ki çok güzel değil. Onu biraz çok böyle mahsus da güzelleştirdiler, mükemmelleştirmeye tırıştılar. Fakat vaziyeti hala da ağır kalganı akta böyle malumatını berdi. Келіні onun spikerini dinleyik. З останніми матеріалами про Олексія, про те, що він приходить до тями і реагує на оточуючих, ми повідомляли про це ще раніше. Проте в основному стаття дуже перебільшена і містить фактичні неточності. Мына bazıları aytar. Rusya ile muhalefetçi Alexey Navalny, onun zehirlengeni vesaire. Bizge bundan ne? Nasıl cevap verirdiniz? Дело в том, что мы здесь прослеживаем системный подход, и вот подобными действиями, отравлением Навального, я тут сразу же вспоминаю Скрипалей, то есть российская власть, не российское государство, даже не россияне, да, в данном случае, а именно российская власть четко демонстрирует миру, что это все-таки преступная власть, это власть, перед которой нет никаких, я не знаю, человеческих ценностей, и она пойдет на все, дабы избавиться от всех тех, кто мешает им совершать преступления международного уровня. Вспомните, Бориса Немцова убили. Это тоже был оппозиционер, и достаточно активный, и они даже не постеснялись, они даже не пытались его отравить, его просто расстреляли в центре Москвы, столицы такого мощного государства. Теперь ситуация с Навальным. Далее, это, конечно же, ведет к тому, что реакция западного мира, она становится более жесткой на эти процессы. Потому что если мы возьмем ситуацию со Скрипалями, то, конечно, это больше касалось Великобритании. Мы видели четкую реакцию власти Великобритании. И, соответственно, в связи с этим появлялись новые пакеты санкций.
Когда мы говорим о Навальном, о ситуации с Навальным, то здесь больше коснулось, конечно, Германию. И мы же понимаем, что Германия является основным таким локомотивом в Минском процессе, в Нормандском процессе вместе с Францией. И вот то, что мы получили подтверждение от врачей, от специалистов Германии о том, что действительно использованные средства целенаправленно для уничтожения человека, это, конечно же, очень противоречит вообще европейским ценностям. И я думаю, та адекватная реакция Германии, в первую очередь, она должна быть. И, конечно же, мы здесь уже видим определенные заявления, в том числе и относительно Северного потока, потому что для России этот проект очень важен. И мы же понимали, что, несмотря на то, что против данного проекта выступали и Соединенные Штаты Америки, и ряд других союзников, но все-таки Германия больше рассматривала этот интерес как экономический. И госпожа Меркель неоднократно заявляла, что это экономически, даже после отравления пыталась как бы заявить. Но при всем том, я думаю, эта ситуация, и вот здесь мы, как правозащитники, как общественники, да и Украина должна сделать все, чтобы ситуация с Навальным была максимально использована, а я именно не боюсь этого слова, потому что в геополитических отношениях, в геополитике все-таки мы должны придерживаться четко прагматизма. И Украина должна максимально использовать эту ситуацию, дабы оказать очередное давление и усилить санкции в отношении Российской Федерации. Yani sizin düşüncenize göre mına Avrupa Birliği hakkında biz sizinle çok laf ettik. Kırım etrafında Avrupa Birliği'nin hareketleri bir taraftan sanksiyon rejim körsetili, diğer taraftan ne yazık ki Rusya'nın bu iktisadi münasebetlerini PKT'ler ya da Kırım'da bilmeyim Siemens'lerini görüyoruz vesaire. Bu vaziyette sizce onlar endi böyle radikal hareketlerini kullanacaklar mı? Misal olarak Şimali akım 2'den vazgeçebilirler mi? Ya da bilmeyeyim Rusya'ya karşı daha da bir sanksiyon baskıntı yapabilirler mi? Nasıl düşünüyorsunuz? То, что Европа продолжила санкции, это уже, в принципе, дает результат. Это раз. Учитывая все-таки достаточно сложную ситуацию в связи с коронавирусом, с пандемией коронавируса, с падением цен на нефть, конечно же, это очень сильно отражается на Российской Федерации. Но здесь мы, когда говорим о Европейском Союзе, мы должны понимать, что это достаточно сложная система, где в большинстве своем они должны принимать решения путем консенсуса. И понятно, что есть, скажем, влияние или точки влияния непосредственно в самой Европе со стороны Российской Федерации. Мы видим поведение некоторых стран. Я не буду сейчас называть эти страны. Но для нас очень важно вот в этой ситуации, что вот в этой ситуации с Навальным, как я уже до этого сказал, оказалась именно Германия. И Германия, мы же понимаем, что в Европейском Союзе основным локомотивом является Германия, которая и имеет огромное влияние на формирование бюджета, на, скажем, существование Европейского Союза, потому что экономика Германии уровень наиболее высокий. И поэтому вот здесь в этом случае, когда мы видим, что начинает уже непосредственно сама Германия негативно реагировать, очень негативно реагировать на эти процессы, то я еще раз хочу напомнить о том, что как раз Украина должна максимально воспользоваться данной ситуацией. И это будет достаточно существенный результат в контексте оказания санкций в отношении Российской Федерации. Növbetdeki meselem 5-6 dakika kala yayınımızın bitmesine Beyaz Rusya. Şimdi hepsi haberler bu memleket etrafında çünkü anda hakikaten de çok meraklı hadiseler yüz veriyor. Ve bugün Lukashenko özünün hukuk korçalayıcı organları ile konuşuğunda aytdı ki men iktidarını, hükümetini bırakmayacağım. Hiç kimseye de vermeyeceğim. Ve gerek olsa kuvvetini kullanarmız. Ve gerek olsa bazen kanunlarga bile bakmağa gerekmi. Келін соның не айтқанын тыңдайық.
Вы образованные люди, и вы думаете, я не призываю вас спасти государство в нарушение закона. Хотя, когда осуществляется практически наглая интервенция, как я ее называю, извне, и она подогревается изнутри и руководится извне, вы знаете, там иногда не до законов. Надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует. Вы внимательно послушали речь его? Нет. В которой он сам же подчеркнул, что он нарушает белорусские законы. И ве Когда он башкаларны да говорит, чакыра. не до законов. Иной раз. Нет, не потому что башкаларно. Вот здесь мы как раз сравним. Да, он в интервенции обвиняет там, оппозицию, да то простых людей, которые выходят на митинги. При всем том, белорусы, я думаю, оппозиция понимает реально, что Лукашенко провоцирует к более жесткому столкновению, дабы он заручился поддержкой со стороны Путина. Теперь интервенция как раз-таки тут связана именно с российским государством. Потому что Лукашенко начал себя более уверенно чувствовать, когда он получил подтверждение, что Путин готов его поддержать, в том числе и специальным составом там, полиции, которая, соответственно, будет оказывать помощь Лукашенко, бороться против собственного народа. Это уже нарушение Конституции Беларуси. Ну и вот именно из этого выступления, из этой реплики, вернее, из этого выступления мы четко можем сказать о том, что иной раз, как он сказал, мы можем переходить законы Беларуси, а он гарант Конституции. Он должен выполнять все законы. И, конечно же, когда мы говорим, что можно ожидать, как же будет развязываться ситуация, здесь сложно очень сказать, потому что, с одной стороны, он очень жестко расправляется с оппозицией и максимально выдавливает всех людей. Однозначно, точки возврата полного нет, но мы можем увидеть два сценария. Один сценарий, когда он полностью избавится от всех активных людей, вся интеллектуальная часть Беларуси выйдет из Беларуси, и, соответственно, Лукашенко будет править регионом. С другой стороны, мы видим, что оппозиция реально понимает, что нельзя его провоцировать, чтобы не было оккупации со стороны Российской Федерации. Ну и третье, все-таки люди наверняка, я думаю, не согласятся вернуться в те старые времена, и эти процессы, в истории известно, когда ненасильственным путем добивались и освобождали территории, и порой даже ситуацию с белорусскими событиями сравнивают с ситуацией в Индии, которыми протестными акциями тогда руководил Махатма Ганди. Поэтому я все-таки надеюсь, и я рад в одном, что белорусское общество, оно проснулось, и оно хочет жить свободно. И в этом плане мы только должны поддерживать. Çok sağ olunuz Eskender ağa. Студиямызға келгеніңіз үшін Ескендер Бариев, Мелемеже Сазамыз Қырым Татар ресурс мерkezінің елбасшысы студиямыздың мұсафыр еді. Сайғылы арқадашлар, мен есе яйынымны екулемейін 5 дақадан сон бұл студияда бүгін информацион программасы девам етecek. Көрішкен.